Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Мирнинском районе мужчина проник к своей бывшей, чтобы покушать и поспать. Угрозыск установил, что в новогодние праздники 50-летний подозреваемый пришел к дому своей бывшей сожительницы. Он проник в дом через форточку и, пользуясь тем, что женщина была в отъезде, пробыл там 3 дня. Позже подозреваемый пояснил, что причиной проникновения в чужой дом стало желание покушать и поспать. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности жилища». Если предыдущий герой воспользовался окном для совершения преступления, то следующий увидел в них объект незаконных действий. В полицию обратился житель Вилюйска, который сообщил, что кто-то похитил из его квартиры 2 стеклопакета. Материальный ущерб составил 18 тысяч рублей. В краже подозревается 26-летний уроженец Нюрбинского района, который проник в квартиру расселенного ветхого дома и похитил окна. Хозяева из дома выехали, и он захотел продать чужую собственность. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские Нерюнгри выявили нарушения в сфере антиалкогольного законодательства. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Нерюнгринскому району в одном из магазинов города Нерюнгри, расположенного по улице Кравченко, выявлен факт нарушения антиалкогольного законодательства, а именно хранение и реализация алкогольной продукции в отсутствии соответствующей лицензии. Помимо этого, продажа алкогольной продукции осуществлялась в неустановленное законодательством время. В ходе обследования помещения магазина была обнаружена и изъята алкогольная продукция в количестве 33,5 литров на сумму около 14 тысяч рублей. В отношении владельца торговой точки составлен административный протокол по части 2 статьи 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции физическими лицами, в соответствии с которой предусмотрен штраф в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. А в Верхневилюйском районе на скамью подсудимых сядет девушка, обвиняемая в применении насилия в отношении представителя власти. 19 декабря 2018 года девушка, находясь в здании суда Верхневилюйского судебного участка номер 8, из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений к судебному приставу вырвала его нагрудный жетон, нанесла не менее 5 ударов руками, а также словесно выразила угрозу причинения физического насилия, говорится в сообщении прокуратуры. Уголовное дело направлено прокурором в суд. В Алданском районе на 156-м километре федеральной автодороги Лена у грузовика проломился прицеп. Как нашему телеканалу сообщили в региональном управлении ГИБДД, пострадавших в результате инцидента нет. Пострадавших нет, скорее всего, прицеп проломился из-за перегруза, сообщили в ведомстве. Внутри потерпевшего крушения самолета, который летел аргентинский футболист Эмилио Сала, находится по меньшей мере одно тело. Об этом сообщает британская комиссия по расследованию авиационных происшествий. Рассказывает Анастасия Дмитриева. Внутри потерпевшего крушения над Ла-Маншем самолета, на котором летел футболист Эмилиано Сала, обнаружено тело. Об этом в понедельник сообщила британская комиссия по расследованию происшествий на воздушном транспорте. Обломки легкомоторного Пайпер Малибу нашли на глубине 63 метра с помощью подводного беспилотного аппарата. Видеосъемки дрона подтвердили, это тот самый борт с номером N264DB, который 21 января перевозил игрока высшей лиги. 28-летний нападающий направлялся из Нанта на западе Франции в Уэльс, чтобы впервые выступить за команду города Кардифф. За штурвалом самолета был пилот Дэвид Ибботсон. Незадолго до исчезновения он сообщил диспетчеру, что борт теряет высоту. Директор частной поисковой группы Дэвид Мирнс рассказал, что обломки нашли как раз там, где самолет последний раз появлялся на радарах. Послушайте, мы хотели добраться туда и найти самолет. Мы очень сожалеем о том, что произошло. Люди говорят, что дело закрыто, но это только первый шаг. Предстоит долгий путь, но, по крайней мере, появилась возможность получить хоть какие-то ответы. Мы ничего бы так и не узнали, если бы самолет не нашли. Трансфер аргентинца Салы из французского клуба «Нант» состоялся за 2 дня до трагедии. Как пишет британская пресса, футболист перешел в Кардифф за рекордные для валлийцев 15 миллионов фунтов стерлингов. Новый контракт был заключен на 3,5 года.
В канун китайского Нового года дикие кабаны стали головной болью для властей Гонконга. Они облюбовали центр города и стали завсегдатаями в местах для пикников. Чиновники и волонтеры призывают публику не оставлять мусор после себя и не подкармливать животных. Рассматриваются и более радикальные меры, вроде выборочного отстрела. Рассказывает Сергей Верец. В Гонконге дикие свиньи ведут себя по-хозяйски. Места для пикников, свалки и мусорные баки они воспринимают как кормушки. Публика с восторгом наблюдает за трапезами выходцев из лесопарков, окружающих город. Власти и экологи предупреждают, что кабаны – опасные животные. Приближаться к ним рискованно, а подкармливать вредно. По сообщениям местной прессы, число жалоб на проделки зверей за последние 5 лет выросло в 2,5 раза. В прошлом году зафиксировано более 730 случаев, в их числе нападения на людей. Кабаны в Гонконге перестали бояться двуногих, говорит Ронни Вонг, представитель неправительственной организации, которая занимается проблемами, связанными с дикими свиньями. Многие дают им пищу. Кабаны утрачивают природные инстинкты и все больше полагаются на людей. Животные забредают в городские кварталы, где рискуют попасть под машину или свалиться в канализацию. Их могут поймать или подстрелить. Член муниципального совета Центрального округа города Джереми Янг выступает за решительные меры. Пожалуй, следует обратиться к прежнему опыту, например, выборочному отстрелу. Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы Гонконга разрабатывает программу переселения кабанов подальше от человеческого жилья. Существует также план по отлову и стерилизации этих представителей дикой фауны. Разрешение на охоту, пусть и выборочную, представляется неуместным в год свиньи по лунному календарю, который наступает 5 февраля. На этом пока все. С Новым лунным годом. Берегите себя.